День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем в ближайший час. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Глава государства рассказал об обстановке в зоне спецоперации после ударов западными ракетами. Узнаем подробности. В Москве завершилось главное событие для транспортной отрасли страны – транспортная неделя. Расскажем, с какими результатами завершила ее Якутия. Профилактический медосмотр на рабочих местах прошли работники в Алданском районе. Диспансеризацию проводила бригада Центральной и районной больницы. В Нерюнгри прошел первый отраслевой чемпионат «Профессионалы Коул Майнинг», собравший лучших студентов, экспертов угледобывающей отрасли и индустриальных партнеров. Ну а в Туле подвели итоги телевизионного конкурса «ТЭФИ Регион». Среди обладателей статуэтки «Золотого Орфея» и команда НВК «Саха». Расскажем подробности. Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором рассказал о применении новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник» по промышленному предприятию в городе Днепре в ответ на использование ВСУ американских и британских дальнобойных ракет «Атакамс» и «Шторм Шэдоу». Все подробности в дайджесте Айсены Бурнашовой. Россия испытала новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Это ответ на удары по нашей территории и на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, заявил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска была достигнута. В украинском Днепропетровске поражен один из крупнейших промышленных комплексов по производству ракетной техники и другого вооружения, отметил Путин. На сегодняшний день известно, что «Орешник» – это новейшее, неуязвимое гиперзвуковое оружие. Ранее его не применяли. Ракета атакует цели со скоростью 10 махов. Это почти 3 километра в секунду. Современные ПВО и системы противоракетной обороны просто не способны ее перехватить. В своем обращении Владимир Путин подчеркнул, испытание «Орешника» в боевых условиях – это ответная мера. В частности, на последние события. 19 и 21 ноября военные объекты в Брянской и Курской областях были атакованы 6 американскими ракетами «Атакамс», британскими ракетами «Шторм Шэдоу» и американскими «Хаймарс». По словам главы государства, с этого момента ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. Подчеркну еще раз, что не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности. И, продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту. Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но мы готовы также и к любому развитию событий. Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объекты для поражения такими системами, как «Орешник» на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям. Открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию. Между тем, на этой неделе в Рио-де-Жанейро прошел саммит Большой Двадцатки. Запад вновь пытался украинизировать повестку, но никто из стран мирового большинства его не поддержал. Участники настояли на том, чтобы в итоговую декларацию, результат работы саммита, были включены и другие конфликты, например, палестинский вопрос. Россия на саммите подтвердила принципиальную позицию, что группа 20 – это прежде всего экономический форум, и его главная цель – диалог между развитыми и развивающимися экономиками, чтобы вместе бороться с неравенством. G20 в этом году прошел под девизом «Построение справедливого мира и устойчивой планеты». Это кульминация председательства Бразилии в двадцатке. Она руководила ей в течение года. На саммите было поддержано создание новой координационной структуры глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью. Это личная инициатива президента Бразилии Лула да Сильвы. В целом декларация G20 признает все современные реалии. Документ комплексный, его центральная задача – выстраивание международных отношений с опорой на устранение всех форм неравенства. Россия
подключилась к этому механизму и уже сообщили о том, что мы вносим в пакет проектов, который будет под его эгидой реализовываться, наши передовые наработки, которые воплощены в программах по помощи развивающимся странам, в частности, программы школьного питания и развития фермерских хозяйств. В текст включен раздел, страничка, которая касается геополитической ситуации. Там есть и параграф по Украине, с которым мы согласились, потому что главное в нем – это призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных основаниях. Представлен официальный логотип празднования 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. За основу взяты сразу несколько символов и форм. В логотипе можно увидеть скульптуру «Родина мать зовет», георгиевскую ленту, слово «Победа» и цифру 80. Вместе они символизируют стойкость духа нашего народа. Логотип объединяет людей разных возрастов и поколений, разной веры и национальности. Каждый может найти в нем что-то свое. Гордость, память, благодарность и нашу победу, отмечают организаторы. Презентация состоялась в Музее Победы в Москве. Министр культуры Ольга Любимова рассказала, что в особенный 2025 год, в год 80-летнего юбилея Победы, по всей стране проведут более 170 мероприятий. План праздничных событий продолжает пополняться. Готовят выставки, фильмы, спектакли и форумы. Основной площадкой культурных и образовательных мероприятий станет Музей Победы в Москве. Здесь откроется новая масштабная экспозиция «Путь к победе», посвященная ратному подвигу солдат Красной Армии. Уникальность проекта состоит в том, что наряду с подвигами военачальников и героев он покажет и судьбы самых простых бойцов, раскроет природу массового героизма, а также вклад каждого региона нашей страны и стран СНГ в великую победу. Это был дайджест федеральных новостей. Такой была эта неделя. Айсан Николаев выступил в поддержку обращения президента России Владимира Путина к россиянам. Свою позицию глава Якутии отметил в своем официальном телеграм-канале. Он отметил, что страна имеет полное право применять оружие против военных объектов тех государств, которые предоставляют свою территорию и ресурсы для нападения на Россию. Айсан Николаев подчеркнул, что Запад снова продемонстрировал свою бесчеловечную агрессию в отношении России. Возвращение домой именно под таким названием в столице республики прошел семинар между органами власти и общественными организациями. В центре стола вопрос эффективного взаимодействия при работе с участниками СВО и членами их семей. Принимают участие в нем все районы, специалисты отраслевых направлений и соцкоординаторы региона. Эти семинары по плану должны пройти во всех субъектах Дальневосточного федерального округа. Вы знаете, что эта работа требует большого межведомственного взаимодействия. Сегодня республика, администрации, межведомственная комиссия по поддержке участников специальной военной операции при правительстве проводит большую работу, но это всего лишь 10-я часть той работы, которую нам еще с вами предстоит сделать. Подобный семинар ранее состоялся в Сахалинской и Амурской областях. Представители приехали поделиться своим опытом по построению системы межведомственного взаимодействия при работе с участниками СВО и членами их семей. Специалисты отметили, что большинство вернувшихся из зоны СВО нуждаются в особом подходе со стороны органов власти. Также при работе и коммуникации с бойцами необходимо учитывать и особенности их психологического состояния. У нас такой семинар прошел в конце октября. И на самом деле я считаю, что очень важно приглашать регионы к участию в таких мероприятиях, потому что, несмотря на то, что регионы разные, проблема у нас сейчас одна. Мы все озабочены тем, как будет происходить возвращение наших ребят, их интеграция в мирную жизнь. И мне кажется, что очень важно в данной ситуации выработать те механизмы, которые сейчас уже на старте позволят сделать эту интеграцию максимально комфортной. И мне кажется, что такие семинары как раз помогают сгладить те противоречия, которые могут возникать, и решить возникающие проблемы максимально эффективно. К другим темам Минэнерго в ходе отопительного сезона держит под особым контролем Дальний Восток, Юго-Восток Сибири, Юг России, новые приграничные регионы и энергосистему Калининградской области, заявил министр энергетики страны Сергей Цивилев. Отмечается, что отопительный сезон проходит штатно. С целью обеспечения надежного энергоснабжения разработаны планы реагирования и перечень компенсирующих мероприятий, а также создана карта рисков.
К оперативному реагированию на нештатные ситуации сформированы более 23 тысяч бригад численностью свыше 150 тысяч человек и более 60 тысяч единиц техники. Продолжается реализация программы повышения надежности работы генерирующего оборудования тепловых электростанций Дальнего Востока до 2029 года. С 1 января будут запущены рыночные механизмы привлечения инвестиций, модернизацию и строительства новой генерации на Дальнем Востоке. Это позволит принять решение о проведении конкурсного отбора на строительство генерации в энергетической системе Востока. Для покрытия прогнозируемого дефицита мощности в АЭС Сибири приняты решения по строительству новой генерации в объеме 1305 мегаватт. Правительство Якутии увеличило субсидию для льготных категорий граждан на газификацию жилья. Об этом заявил глава республики Айсан Николаев. Если ранее размер единовременной адресной помощи составлял 150 тысяч рублей, то теперь на газификацию индивидуального жилого дома льготники будут получать 202 тысячи. По данным Министерства труда и социального развития региона, в 2023 году эту помощь в республике получили 1464 человека на сумму порядка 212 миллионов рублей. В этом году адресная помощь на газификацию индивидуальных жилых домов оказана 1214 получателям на общую сумму порядка 161 миллиона рублей. Учебная тревога накануне была объявлена на газоперерабатывающем заводе в Якутске. По легенде, там произошел разлив нефтепродуктов. По тревоге было поднято внештатное пожарное формирование завода, сотрудники которого приступили к ликвидации разлива и недопущению попадания нефтепродуктов в почву. На учениях побывал и мой коллега Александр Хавренко. Стратегические и жизнеобеспечивающие объекты должны быть готовы к действиям в любых нештатных ситуациях. Для этого на них проводятся учебные тренировки по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сегодня условная ЧС произошла на Якутском газоперерабатывающем заводе. По учению происходит розлив нефтепродуктов. На первом этапе локализацией занимается наше нештатное формирование аварийно-спасательное. На втором этапе розливом нефтепродуктов занимается профессиональное аварийно-спасательное формирование «Газспассервис». На газоснабжении города это никак не отразится. Почему? Потому что при любой аварийной ситуации газоперерабатывающий завод останавливается, и подача газа происходит из одной из резервных газораспределительных станций. За ходом учений следят не только руководители предприятия, но и представители множества контролирующих органов. Личный состав действует довольно-таки умело и четко. Имеются профессиональные навыки, сразу видно по организации работы. Также я посмотрел, как происходят доклады руководителям, доклады в диспетчерские службы, а также услышал доклады, которые производились в ЕДДС города Якутска. Учения показали, что коллектив предприятия готов к возникновению внештатных ситуаций. Каждый сотрудник знает свою позицию и алгоритм действий. Но каждый из них, конечно же, надеется, что в реальной жизни эти знания и умения никогда не пригодятся. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели. После небольшой паузы оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Реконструкция аэропортов, новые инфраструктурные проекты и решение логистических вопросов – это лишь часть тем, которые руководство Якутии озвучило на транспортном форуме в Москве. На этой неделе главное отраслевое событие в стране собрало в столице федеральные и региональные власти, представителей крупнейших компаний, которые занимаются перевозками. Каких изменений ждать якутянам в ближайшем будущем, знает Максим Кардозу. Я хочу поприветствовать вас в Москве на выставке форуме «Транспорт». В первый день форума в центре внимания оказались аэропорты. Переоценить значение авиации для нашей республики невозможно. Вот и начали сразу с воздушных гаваней. У нас очень теплые взаимоотношения с Республикой Саха-Якутия. Нацпроект по расширению магистральной инфраструктуры в Якутии разделен на два этапа. Первый завершится в ближайшее время. Он включил в себя реконструкцию 14 аэровокзальных комплексов. Далее будет запущен следующий этап. И на полях форума республика подняла вопрос перед федеральными структурами о возможности ускорения реализации как раз второго этапа проекта.
Александр Сергеевич, спасибо. Мы рассмотрим и поддержим. В следующем этапе у нас 4 аэропорта. Это Нюрба, это Зырянка, Маган и, вторая очередь, аэропорта Полярный. Мы считаем, что работы надо по большинству этих аэропортов сдвигать влево, не на 28, 29, 30 годы, как в планах, а уже начинать по некоторым из них работы в 25, 26 годах. Здесь понимание есть, я уверен, что мы устраивающее, в первую очередь, республику решение обязательно найдем. Еще один большой проект, который обсудили на форуме, это создание мультимодального логистического центра в Нижнем Бестяхе. В поселке планируется строительство складской и развитие портовой инфраструктуры. После ввода Ленского моста такой хаб соединит железнодорожный, автомобильный, речной транспорт и оптимизирует логистику доставки и транзита грузов. Готов? Поехали. В связи с тем, что мост изменит вообще всю логистическую структуру в нашей республике, и многие потоки будут перенаправлены, при этом удешевление перевозки скажется и на стоимости самой продукции, для этого нужно будет обеспечить соответствующую инфраструктуру для хранения. Достаточно большой грузооборот должен где-то складироваться и распределяться. Поздравляем еще раз. Нам очень важно было сегодня, чтобы вот этот комплекс мультимодальный, он ожил и начал приносить уже какую-то доходную часть. Поэтому мы все проговорили, как мы его запускаем, вводим, обрабатываем и как он дальше двигается в этом направлении, этот груз. В рамках форума проходит и большая выставка, где представлены главные инфраструктурные проекты в области транспорта. Вот, например, новые терминалы региональных аэропортов. Но я хочу вам показать кое-что другое. Это презентация Тихоокеанской железной дороги, которая соединяет два региона – Якутию и Хабаровский край. Более 600 километров вместе с разъездами. И это первая железная дорога в нашей стране, построенная на частные инвестиции. Интерес вызывает огромный. Также на форуме глава Якутии призвал приступить к проектированию железной дороги от Нижнего Бестяха до Магадана. По его словам, это не только повысит транспортную доступность для населения, но и позволит развивать промышленность. В зоне предполагаемой магистрали имеется база разведанных запасов полезных ископаемых на сумму более 5 триллионов рублей. Говорили на форуме и про другие проекты, связанные с железными дорогами Якутии. Вектор кампании на предстоящий год и на предстоящий период мы оценим следующее. Это уже известный всем и хорошо подготовленный проект Джалин-Дамахе. Мы понимаем, что это гарантированный выход якутских экспортных грузов к Китаю. Второе – это взаимодействие с российскими железными дорогами и с крупными операторами, игроками транспортного рынка по организации перевозки северного завоза. Еще одна важная тема, которую озвучили эксперты в Москве – это подготовка кадров. Транспортная отрасль, несмотря на все трудности, активно развивается. И для дальнейшего прогресса необходимы новые специалисты. Это актуально и для нашей республики. Так, на форуме между Якутией и Университетом речного и морского транспорта было подписано соглашение по подготовке для региона квалифицированных работников. Соглашение подписано. Государственный университет морского речного флота имени адмирала Макарова уникален тем, что у нас есть практически все специальности, которые необходимы для обеспечения работы флота. Это и строительство, и гидротехники, это и юристы, и экономисты, и, конечно, это и судоводители, и механики. Не осталось без внимания и развития дорог Якутии. Недавно встречались, Александр Сергеевич, прошу, какие вопросы? На встрече с руководством Росавтодора обсудили капитальный ремонт федеральных трасс Колыма и Вилюй, строительство на них мостов. В общем, в ближайшие годы транспортную инфраструктуру республики ждут решительные обновления. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. В настоящее время в Якутии ведется планомерная работа по открытию автозимников на ледовых переправах по региональным и федеральным дорогам. На федеральных дорогах Вилюй и Колыма действует 6 ледовых переправ, в том числе 4 через реку Вилюй и Алдан, которые планируют открыть 1 декабря. Переправа Нижний Бестях-Якутск будет открыта с 5 января и рассчитана на грузовики до 10 тонн. На региональных дорогах протяженностью 10 883 километра открыто 268 километров автозимника. В ближайшее время ожидается открытие автозимников на Индигирке, Яне, Моме, Верхояне и на трассе Арктика, по которой уже разрешен проезд для машин до 3 тонн. Что касается ледовой переправы Хатасы-Павловск, на сегодняшний день со стороны заказчика ГКУ управления автомобильных дорог ведется ежедневный контроль работ за подрядными организациями. Со стороны Хатасов у нас ООО «Мигдорстрой»
Проведена работа по расчистке торосов. На 2 полосы уже завершены работы. Идут работы по выравниванию льда. И в конце ноября мы намечаем открыть уже ледовую переправу Хатасы до 3 тонн. Тем не менее, в республике повсеместно проходят рейды по пресечению несанкционированного проезда по ледовым переправам в рамках первого этапа акции «Безопасный лед». Подробнее о ситуации в своем сюжете расскажет Тимур Калмогоров. С понижением температур лед становится все толще. Но несмотря на это, большая часть ледовых переправ официально пока не открытая в связи с непостоянным погодным фоном, из-за которого толщина льда может разниться. И здесь, на переправе Хатасы-Павловск, официально еще не открытой ледовой переправе, несмотря на знаки, разъезжают большое количество машин. Рискуя своими жизнями, водители пересекают эту реку. Профилактическая работа с нарушителями ведется сотрудниками органа гражданской обороны по чрезвычайным ситуациям, ГИМС, ГИБДД, административной комиссией и подведомственными организациями. Ведутся профилактические беседы, проходит фиксация номеров машин и их марок. На сегодняшний день по закрытой ледовой переправе Хатасы-Павловск осуществляют движение только транспортные средства. Таксисты перевозят пассажиров, тем самым подвергают жизнь пассажиров опасности, потому что, как мы можем наблюдать, с правой стороны еще до конца лед не замерз, и вода, открытая местность воды, она парит. Для водителей, пересекших реку, несмотря на запреты, предусмотрена административная, а за перевозку пассажиров и уголовная ответственность. Согласно статье 9.10 Кодекса административных правонарушений Республики Саха-Якутия, несанкционированный выезд на лед влечет наложение штрафа на граждан до 5000 рублей, на должностных лиц до 50 тысяч рублей и на юридических лиц до 1 миллиона рублей. Кроме того, статья 238 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, а в случае, если эти деяния повлекли по неосторожности тяжкий вред здоровью, либо смерть граждан, это может повлечь уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Тем временем ведется усиленная работа по обустройству и подготовке автозимника Хатасы-Павловск. Его официальное открытие планируется на конец ноября. После этого по данному маршруту смогут совершать движение машины весом до 3 тонн, а сотрудниками будет вестись работа по контролю за допустимым весом машин. Тимур Калмогоров, Семен Семенов, Якутск. Ну а тем временем в столице республики изменилась схема движения автобусов. Это коснулось 9 маршрутов. Также появился один совершенно новый. Так, по маршрутам номер 25 и 15 полностью перестали курсировать автобусы. Отчасти их заменит новый 12-й маршрут, который будет закольцован с конечной остановкой «Вторая дамба». Он будет проходить через Хатынь-Юрахское шоссе, позволяя добраться в центральную часть города без пересадок. Кроме них, закольцованными станут 35-й и 7-й маршруты, что позволит удобнее использовать их для пересадок. Также маршруты номер 4 и 14 сойдут с проспекта Ленина в центральной части, начиная с ФСБ до площади Ленина. Мы сейчас как раз-таки ведем большой анализ по всем маршрутам городским, особенно по тем, которым была частично изменена схема движения. Считаем пассажиропоток. Если будут какие-то недочеты, конечно, мы будем корректировать. Но в целом, по нашим данным, сегодня все маршруты пошли успешно, все графики с утра были выполнены. Есть у нас, конечно, и технические сбои, да, сходы транспортных средств, но они оперативно, как мы до этого и предполагали, заменяются другими резервами из других маршрутов. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Врачи напоминают, любое заболевание легче побороть на ранней стадии, тем самым сохранив здоровье и жизнь. Серьезные патологии на начальных этапах позволит выявить диспансеризация. Профилактический медицинский осмотр на рабочих местах на днях прошли работники администрации Алданского района.
Диспансеризацию проводила бригада Центральной районной больницы, выезды на предприятия. В организации медработники проводят на постоянной основе и призывают руководителей позаботиться о здоровье сотрудников. Продолжение темы в нашем следующем сюжете. В будний день в актовом зале администрации Алданского района заседаний и совещаний не было. Здесь развернулась лаборатория. Сотрудники могли сдать кровь на биохимические и расширенные анализы. Забор биоматериала проводился в рамках диспансеризации населения. Очень удобно. Прям вот не надо никуда ходить, в очереди стоять. Пришел, по списку прошел. Вообще прям идеально. На территории администрации также расположился медицинский КАМАЗ. После сдачи анализов граждане приглашались на обследование, проводившееся на базе передвижного мобильного комплекса. Наряду с ЭКГ и осмотром врача-терапевта дополнительные виды диагностики предлагались женщинам. Особое внимание медработники уделяли людям, имеющим хронические заболевания. Мы смотрим заранее уже в поликлинике. Нам дают список, мы смотрим какие-то хронические заболевания, что-то еще дополнительно назначаем до обследования какое-то. Даем им направление и говорим, чтобы они пришли в взрослую клинику и сдали. В ходе диспансеризации также проводилась иммунизация. Прививки ставились против гриппа, против клещевого энцефалита и против дифтерии и столбняка. Совместно с сотрудниками Алданской ЦРБ работали специалисты Алданского центра СПИД. Все желающие могли сдать анализы на ВИЧ-инфекцию. Выездные приемы, как правило, проходят массово. Граждане оценили удобство этой формы работы и возможность пройти обследование без отрыва от производства стараются не упускать. Хочется отметить, что это очень удобно, без отрыва от рабочего места. Да, мы можем сдать анализы, пройти специалистов. Здесь мы сдаем не только кровь, но у нас и работают и специалисты. Выездные профилактические осмотры Алданская ЦРБ проводит на постоянной основе. Бригады выезжают на предприятия и в организации по предварительным заявкам от руководителей. Также практикуется диспансерное наблюдение на рабочем месте. Эта форма предусматривает контроль состояния здоровья граждан, имеющих хронические заболевания. Люди могут сдавать анализы и получать консультации специалистов, находясь преимущественно на рабочих местах. У нас есть работники, которые страдают хроническими заболеваниями, не всегда имеют возможность прийти в поликлинику, неудобный график или с работы не всегда могут уйти. Поэтому по приказу Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия введен такой метод проведения диспансеризации. В настоящее время в рамках общей диспансеризации населения проводится оценка репродуктивного здоровья. Перечень обследований и вмешательств направлен на выявление факторов, способных негативно повлиять на зачатие и течение беременности, родоразрешение и послеродовой период. Состояние репродуктивного здоровья оценивается у граждан от 18 до 49 лет. Это анкетирование, первичный осмотр. При выявлении каких-то факторов риска или патологии направляются на второй этап мужчины и женщины. Там более углубленно проводится обследование. Те же УЗИ органов малого таза, молочных желез и обследование методом ПЦР. Врачи напоминают, любой недуг легче побороть на начальной стадии, тем самым сохранив здоровье и жизнь. Диспансеризация позволяет обнаружить на начальных этапах такие грозные заболевания, как онкология, туберкулез и сердечно-сосудистые болезни, которые пока еще не дали о себе знать. В случае выявления факторов риска либо подозрения на ту или иную патологию, пациенты приглашаются в поликлинику на углубленную диагностику. В свою очередь, руководство ЦРБ призывает работодателей позаботиться о здоровье сотрудников и не отказываться от проведения выездных профилактических осмотров. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Хангаласском районе с начала этого года нападению бродячих собак подверглись 21 человек, из которых 13 – дети. Однако стоит отметить, что травмы оказались незначительными и никто серьезно не пострадал. Тем не менее, работа по урегулированию численности безнадзорных животных в районе поставлена на усиленный режим. О нем подробнее расскажет Виолетта Засимова. С 15 октября в районе стартовал двухмесячник по регулированию численности безнадзорных животных. С этого момента начались рейдовые мероприятия, в которых участвуют представители Департамента ветеринарии, административной комиссии, муниципальных образований и сотрудники полиции. Участники рейда обследуют территории населенных пунктов на предмет наличия собак на самовыгуле. При обнаружении составляется протокол на имя владельца. По УЛУСу составлено именно по рейдам
где-то свыше 20 протоколов. Есть 2 протокола повторные. В основном это первичные протокола идут. Штраф за первый случай от 1 тысячи до 3 тысяч. По части 2 за повторное нарушение уже от 3 до 5 тысяч. На сегодняшний день исследовано более 11 населенных пунктов Улуса. В некоторых поселениях работа местной администрации с безнадзорными животными оставляет желать лучшего. Но есть и положительные примеры. Например, в Актемском Наслеге с 2018 года ведется реестр всех домашних животных. Сейчас они обновляют этот реестр всех домашних животных, которые находятся у них на территории. У них даже есть фотографии всех собак. И по картотеке они могут найти по фотографии собаки хозяина. Они с 2018 года провели подворовой обход, создали картотеку, сфотографировали всех домашних собак, и у них есть хорошая база. У каждого муниципального образования свои методы отслеживания безнадзорных животных. Например, в небольшом селе Тумул в этом деле помогают мессенджеры. Обычно наши жители сами фотографируют, если собаки какие-нибудь бесхозно гуляют, отправляют в WhatsApp-группам. В этом случае мы сразу обращаемся к нашему ветеринару, чтобы она определила хозяина. Если хозяин определяется, мы сразу звоним, отправляем фотографию, требуем, чтобы привязали. Во время рейда специалисты могут поехать к хозяину и проверить, привязал или нет. Допустим, на следующий день. Да? Если собака не на привязи, то уже составляется акт и с данными, с паспортными данными, с данными собаки направляется к государственному инспектору ветеринарии. В свою очередь инспектор составляет протокол и штрафует хозяина. Если у бродяжки нет хозяина, вызывается служба по отлову собак. С начала года в районе было выловлено 204 собаки, из них стерилизовано 63, кастрировано 139, маркировано 201 и вакцинировано 203. После всех необходимых процедур их выпускают в естественную среду обитания. Виолетта Засимова, Якутия, день за днем. События в Чульмане, произошедшие в начале октября, вызвали большой резонанс среди ленчан. В соцсетях обеспокоенные жители бесконечно выкладывают фотографии и видео собак, собравшихся в стае. Заявки на отлов участились, их поступает в 3 раза больше, чем в начале года. Приют заполнен, отловленных собак теперь не выпускают на улицу. С подробностями наши ленские коллеги. Сегодня на территории приюта, очень много постояльцев. Если 2 месяца назад отловленных неагрессивных собак стерилизовали и выпускали обратно на улицу, то сегодня до особого распоряжения главы города эта практика приостановлена. Собак в городе заметно стало меньше, но тем не менее стаи еще у нас есть, находятся в городе. Конечно, просьба к жителям города всегда обращаться на телефон по отлову, если обнаружили, увидели. Приют работает в усиленном режиме. С начала октября работниками учреждения было отловлено 72 собаки. Часть из них хозяйские, находящиеся на самовыгуле. Отлов проводится ежедневно по заявкам ленчан. Собаки помещаются в вольеры, затем она сидит на карантине 10 дней. И если не находится хозяин собаки, мы ее стерилизуем, вакцинируем и оставляем у себя. Октябрь и ноябрь мы не выпускали собак. Порядка 170 собак, вольеров у нас 83. То есть мы приспосабливаемся, загораживаем дополнительные загончики небольшие и размещаем по 3, 4, 5 собак. Тех, кто контактирует друг с другом, размещаем дополнительно. Нашу съемочную группу все собаки приняли дружелюбно. Агрессии мы не заметили ни у одной. Ухоженные, далеко не худенькие, доброжелательные и счастливые. Четко знают своих спасителей, радуются всем приходящим. Многих сюда привезли сами хозяева. Так, например, вот эту собаку полгода назад привязал к воротам организации мужчина. А рядом с ней поставил еще и коробку с новорожденными щенками. А вот эта небольшая и очень трусливая собака прибегает сюда сама. Ее хозяйка живет неподалеку, но животному больше нравится в приюте, где кормят и любят.
Ой! У каждого из постояльцев приюта своя печальная история, рассказывает волонтеры. Все попали сюда из-за своих хозяев. А ведь не надо забывать, мы в ответе за тех, кого приручили. А бездомные животные – это в первую очередь вина человека. И убивать жалко. Как бы я служу на Северном, у нас бегают просто табуны собак. Табуны. Хожу, кормлю тоже жалко, потому что они не виноваты. Это же вина людей, что они плодятся. Ну, я вот на Северном раз их кормлю, они меня все знают, они меня не трогают. Я им тут... Поэтому как бы они ко мне не это. А вот люди пожилые, видать, когда люди боятся собак, они кидаются. Тем более на детей. А тем более, когда начинаются, да, у них гон начинается, естественно, что у них агрессия. За 170 постояльцами, попавшими в приют, ухаживают 4 рабочих. 2 из них ведут отлов, 2 занимаются приготовлением пищи, уборкой вольеров. Ну, конечно, и девушки-волонтеры, которые совершенно бесплатно по зову сердца посвящают все свободное время четвероногим. На их хрупких плечах лежит огромный пласт работы. Каждое воскресенье в приют приезжают дети. 3 часа своего времени они посвящают питомцам приюта. В присутствии взрослых приходят, выгуливают собак на поводках. Те собаки, которые достаточно контактные, они выгуливают их и балуют своим вниманием, своей заботой, любовью. Конечно, собаки их ждут, они их уже знают, узнают. У каждого ребенка есть любимчик свой. Здесь и хаски, и маламуты, доберманы, лайки, обычные дворняжки. И все они ждут любви и заботы. Очень часто бездомных собак забирают из приюта в новую семью. Такая практика тоже есть. Автономная некоммерческая организация «Уши, лапы и хвосты» финансируется из городского бюджета, который выделяет средства на содержание 69 собак. Остальные 100 содержатся за счет волонтеров. Помогают приюту и неравнодушные ленчане. Привозят корм, продукты. Организация выделяет стройматериалы, вагончики. Компания «Алроса» пожертвовала автомобиль. В стороне не остается никто. Благодаря общему труду и неравнодушию ленчан приют для бездомных животных работает, отлавливает и содержит собак, чтобы по улицам города жители могли ходить спокойно. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. До Нового года встретят новоселье работники Амгинско-Лёкминского отделения «Кладовая Лёкмы». Новое здание светлое и просторное. Здесь же будет размещено и новое оборудование для дойки. С подробностями Елена Фаст. Около 500 голов крупного рогатого скота стоит на ферме «Кладовая Лёкма» в Амгино-Лёкминском отделении. По итогам 9 месяцев план по молоку здесь выполнен. По итогам 10 месяцев по ферме выполнен годовой план. Надоелись 700 тонн, 662 килограмма на сегодняшний день. И получается у нас как бы... Сейчас коровы уже готовятся к новому отелу. В октябре провели ректальное исследование коров, это с агрохолдинга. По кормам заготовлено достаточно кормов у нас на зимовку, чтобы провести ее спокойно. Здесь же, рядом с первым корпусом коровника, строится еще один. На сегодняшний день идут внутренние работы. Данный объект на 120 голов скотомест. Проект реализуется благодаря поддержке Минсельхоза Республики Саха-Якутия, агрохолдинга Туймада. Общая, получается, стоимость данного проекта превышает более 130 миллионов. Из них основная часть – это субсидийные средства, ну и средства предприятия плюс заемные средства. Ну, с генеральным подрядчиком выступает у нас агрохолдинг Туймада. Здание типовое, рассчитанное на 120 голов. Но при всем этом имеет свою особенность, которая поможет сделать рутинную работу более удобной. Это доильный зал на 24 головы. Данный проект, как говорится, разрабатывался долго. И в прошлом году прошли отбор при Министерстве сельского хозяйства Республики Саха-Якутия, где получили финансирование в объеме 54 миллиона рублей. Согласно порядка предоставления субсидии Министерства сельского хозяйства, там 50%. Соответственно, сумма проекта по строительству коровника составляет 108 миллионов рублей. О необходимости строительства здесь говорили не раз. И, наконец-то, мечта стала реальностью. На сегодняшний день поголовье крупного рогатого скота по кладовой Лёкме составляет 762 головы, в том числе дойных коров порядка 430 голов, плюс ремонтный молодняк. Ну, в этом году на зимовку станут ремонтный молодняк, нетели. В последующем, уже в следующем году будем думать по завозу
стильных нителей. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем выпуск. В Нерюнгри прошел первый отраслевой чемпионат профессионалы Coal Mining, собравший лучших студентов, экспертов угледобывающей отрасли и индустриальных партнеров. О итогах чемпионата расскажут наши коллеги. Этот чемпионат стал очередной ступенькой к чемпионату профессионалы на всероссийском уровне. Вы это можете, вы это умеете и вы это доказали. Спасибо. Чемпионат профессионалы Coal Mining стал очередным большим шагом к повышению интереса у вчерашних школьников к рабочим профессиям, которые сейчас очень востребованы на рынке труда. Подобного рода чемпионаты, цель у них одна – это рост профессионализма наших ребят, которые выбрали свой жизненный путь как представители рабочих специальностей. Тех специальностей, которые сегодня очень нужны не только нашему Нерюнгринскому району, не только угольщикам и горнякам нашего района, но и всей нашей стране. Чемпионат был организован в рамках федеральной программы «Профессионалитет», которая позволяет в самые короткие сроки подготовить высококвалифицированных специалистов для предприятий угледобывающей отрасли не только Нерюнгринского района, но и всего Дальнего Востока. Вся идея, она пришла из-за того, что сам проект «Профессионалитет» направлен на то, чтобы история не прекращалась. Было постоянное движение, были какие-то новые подходы. Главное в том, чтобы наши студенты имели возможность к самореализации, трудоустраиваться и, конечно же, расти в карьере. Но сегодня еще наши площадки, наши 3 трека, они позволят выявить и проблемные места, обсудить их и предложить варианты решения, потому что здесь заинтересованы абсолютно все. Конкурсные площадки на чемпионате работали по компетенциям обогащения полезных ископаемых, ремонтник горного оборудования и горнорабочий подземный. Естественно, у нас есть индустриальные партнеры, которые будут участвовать, индустриальные эксперты, которые будут участвовать от предприятия. Ну и, в принципе, надеемся на победу. Желаем всем студентам победы и занять призовые места. Призовые места будет трудоустройство в компанию и, естественно, прохождение оплачиваемой практики. Нерюнгринский район всегда славился своими трудовыми династиями, несколько поколений которых связали свою трудовую деятельность с промышленными предприятиями Южной Якутии. Я продолжаю династию горнорабочий подземный, то бишь мой дед, мой отец, вот и я пошел на эту специализацию. Ну и потому что горнорабочий звучит гордо. Вот поэтому я и здесь. В этом году чемпионат получил статус межрегионального. Свое мастерство показывали не только якутяне, но и участники из Бурятии. Вообще изначально, когда мы сюда ехали, было очень страшно, было непонимание, куда мы едем, что мы будем делать, чем будем заниматься вообще. Но когда мы приехали, прошел первый этап, уже стало как-то немного легче, потому что поняли, особо не сложно. Потом прошел второй этап, тоже не так сложно было. Третий этап был немного сложноватый, но он тоже прошел на ура. По итогам чемпионата в каждой из номинаций были определены обладатели 3-го, 2-го и 1-го места. А лучшим участникам чемпионата были вручены путевки на трудоустройство в угледобывающей компании Нерюнгринского района. Эмоции, конечно, переполняют такое. Я не ожидала, что первое место сама займу, потому что противники были тоже, соответственно, подготовлены хорошо. И, конечно же, были сложности некие. Все равно они работают по руде, а я по углю мне было немножко полегче, а им непривычно было. Все же они молодцы, конкуренция была сильная. Думаю, сейчас закончить, конечно, колледж и вперед на работу. Тем более такая большая крупная компания. Думаю, это будет очень хорошо. Первый отраслевой чемпионат профессионалы Coal Mining благополучно завершился, причем в этом году он стал межрегиональным. И в планах у Южноякутского технологического колледжа не просто сделать его ежегодным, а уже в следующем году вывести на всероссийский уровень. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Фильм производства НВК «Саха. Харчи. Возмездие» стал победителем конкурса ТЭФИ «Регион-2024». Награду за победу в номинации «Фильмы и сериалы» кинопродюсер Александр Швыдкуев вручил режиссеру кинокартины Елене Эверстовой. Это второй полнометражный фильм производства НВК «Саха», продолжение телесериала.
Лента рассказывает о последствиях мошенничества. В прошлом году фильм, напомню, вошел в десятку самых кассовых российских кинокартин. В данной номинации, конечно, очень сложно сейчас, поскольку производится большое количество сериалов, производится большое количество фильмов. И сделать достойную работу – это большая победа уже. Поэтому надо, наверное, да, уже объявить? Надо, да. Фильм-сериал получает национальная вещательная компания «Саха». «Возмездие». Сюжет фильма рассказывает о мужчине по имени Байдам. Он, пытаясь изменить свою жизнь в лучшую сторону, терпит неудачу, когда его мошенническое прошлое догоняет его в настоящем. Режиссером кинокартины выступила Елена Эверстова, роли исполнили Андрей Соловьев, Сандра Жегусова, Николай Протасов и многие другие. При создании телесериала «Харчи» сценарист Евгения Давыдова тесно работала с сотрудниками полиции и даже с мошенником. Мы победили и получили долгожданную статуэтку «Орфей». Мы участвовали с нашим фильмом «Харчи. Есть стебель возмездия» в номинации «Фильм-сериал» в конкурсе ТЭФИ «Регион-2024». И я хочу сказать всем коллегам, телевизионщикам, чтобы они получили свою статуэтку «Орфей», потому что этот приз, эта статуэтка желанна для каждого телевизионщика. Еще одно радостное событие произошло уже во Владивостоке. Там родился второй детеныш белухи. Это уже третий случай, зафиксированный в стране. Подробности расскажет Лиана Михайлова. В Приморском океанариуме произошло довольно редкое событие, а именно рождение белухи в условиях неволи. Специалисты прежде всего связывают это событие с созданием комфортных условий, максимально приближенных к естественной среде обитания. Первый детеныш белухи Калина появилась на свет 3 года назад, а в этом году, 13 мая, родилась еще одна девочка, получившая имя Дея. Хотя это и детеныш дикого животного, она демонстрирует необычное доверие. Она с радостью играет с тренерами, не боится к ним подплывать. В настоящее время за мамой малыша Джессикой и ее детенышем ведется тщательное наблюдение и уход. На одной из диспансеризаций очередных, у нас диспансеризация у животных проводится ежемесячно, было понятно, что изменился прогестерон. Это гормон, который говорит о том, что животное ждет детеныша. И сразу подключились ветеринары с профилактикой. Это, конечно, витамины, это особенная диета для мамочки и, конечно же, УЗИ. Беременность велась с самого первого момента, когда мы обнаружили, что уже произошли изменения в гормональном фоне по анализам крови. Ну и беременность вели, ожидали детеныша. По словам Антона, первыми беременность белухи Джессики стали подозревать ее тренеры. Несмотря на то, что мать-белуха по характеру очень капризная и эмоциональная, вторые роды у нее прошли проще и быстрее. Малышка Дея активно развивается, набирается вес и уже в несколько раз увеличилась в размерах. Сейчас у нее проходит вторая линька, и цвет ее кожи постепенно светлеет. Тренер играет основную роль, в принципе, в социализации животного. Вот. Соответственно, с самого рождения, сначала это бессонные ночи, когда наш тренерский состав здесь находится и следит за каждым кормлением, за каждым передвижением, телодвижением, не дай бог, там что-то произойдет и так далее. Да? Далее просто потом, впоследствии до полугода, то есть максимально мы пытаемся как-то маленькими шажочками приблизиться к взаимодействию с животным.
животным. Да? В полгода мы начинаем уже, вот сейчас нам полгода, мы начинаем плавно уже вводить какие-то тренировочные моменты в виде игры, потому что это ребенок. Пытаемся добавлять уже смешанное кормление. Сейчас Джессика со своими детенышами находится в отдельном бассейне. Она будет кормить дочку молоком примерно до 2 лет. По словам сотрудников, малышка в будущем будет участвовать в представлениях и начнет тренировочный процесс. Лиана Михайлова, Владивосток. Такое видели минувшую неделю наши корреспонденты. Это была итоговая программа «Якутия. День за днем». Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике, за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.